Здравствуйте, это специальный выпуск программы «Настоящее время. Итоги» из Вашингтона с Юлией Савченко. Сегодня он посвящен инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, радости с этим связанной, а также сентиментам противоположного характера. Начнем с последних. Сегодня в субботу в американской столице проходит многотысячный мирный протест «Марш женщин на Вашингтон». В нем принимают участие сотни тысяч человек из разных штатов Америки. Организаторы акции объявили, что под их флаги по всему миру встают еще тысячи участников в ходе более чем 600 подобных акций. И география обширна от Греции до Новой Зеландии. Цель митингов – продемонстрировать единство женщины и отправить новой администрации США в ее первый полный день при исполнении служебных обязанностей сигнал: «Мы здесь, и нас много». На официальной веб-странице «Марша женщин на Вашингтон» сообщается, что это не протест против республиканских лидеров, а мирное правозащитное движение за права разных социальных групп. Из эпицентра акции у нас на связи наш корреспондент Ануша Витисян. Приветствую, Юля. Да, мы с самого утра на женском марше на Вашингтон. Люди начали собираться на Индепенденс-авеню с 7 утра. И отсюда вместе прошли к Капитолийскому холму, где еще вчера Дональд Трамп принес присягу. Оттуда они отправятся к Белому дому. Основная сцена находится возле Капитолийского холма. В самом начале акции организаторы отметили, что это мирный марш, куда люди пришли с семьями, детьми, и они против беспорядков и столкновений с полицейскими. Здесь совершенно мирная обстановка, много молодых девушек, матерей с детскими колясками, мужчин, которые поддерживают вопросы гендерного равенства. Здесь, когда мы разговаривали с людьми, они поднимали самые разные вопросы, но в основном это права женщин. Такие права, как на декретный отпуск. Они выступали против отмены Ро против Уэйда. Это историческое решение Верховного суда, согласно которому женщина имеет право делать аборт, прерывать нежелательную беременность по собственному желанию, пока плод не станет жизнеспособным. На самом деле, несмотря на то, что этот марш заявлен как женский марш на Вашингтон, здесь в нем участвуют как мужчины, так и женщины и представители различных социальных групп. Когда мы разговаривали с участниками этой акции, они сказали, что для них важно, чтобы женщины вышли сегодня на улицы и сказали, чего именно они требуют от новой администрации. Я здесь по той же причине, что и все остальные. Против нетерпимости, против всего этого. Я написала об этом у себя в Facebook. За права человека. За права человека. Моя мама участвует в протестах уже много-много лет. Это моя дочь, это моя внучка. Она тоже приняла участие во многих акциях протеста. Я здесь ради своей дочери. Я был одним из делегатов Берни Сандерса на съезде Демократической партии. Для меня его кампания продолжается. Ведь главное не то, чтобы он стал президентом. Дело в тех убеждениях, из которых состояла его кампания. Этот марш тоже построен на них. Это лишь некоторые из лозунгов. Расскажу вкратце, как начался этот протест. Тереса Шук, бабушка с Гавайев, после того, как узнала результаты выборов 8 ноября, что Дональд Трамп победил на выборах, поместила в социальных сетях пост: «Думаю, нам надо выйти на марш». На следующий день оказалось, что сотни людей готовы поддержать ее. Сначала эту возможную акцию назвали «Марш миллион женщин». Это название многие подвергли критике, так как в 1997 году прошел одноименный марш за права афроамериканских женщин. Организаторы этого марша хотели продемонстрировать единство всех женщин, да и всех американцев, которые не безразличны к вопросам о правах женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, мусульман, людей с ограниченными возможностями. Кстати, организаторы сообщают, что в этом марше будет участвовать рекордное количество людей с ограниченными возможностями. Давайте послушаем, что нам сказали некоторые из участников акции. Я также представляю тех, кто, возможно, не смог прийти сюда сегодня. Женщин разных цветов кожи, людей с ограниченными возможностями, беженцев, жертв насилия, иммигрантов. Я здесь ради нашего будущего, ради моих внуков, племянников. Я хочу быть уверена, что они будут жить в той атмосфере правды, которую они заслуживают. Я очень переживаю из-за новой администрации и волнуюсь, кого же назначат на вакантное место в Верховном суде. Как мы видим, марш, который начался как акция за права женщин, перерос в более обширный марш за права всех социальных групп, которые представлены в этой стране.
Интересно, что многие главные организаторы – это известные правозащитники из Нью-Йорка. Они выступают здесь на марше. Сегодня подобные марши солидарности пройдут во всех штатах США. Приблизительно 280 маршей солидарности организованы. Поддержали этот марш различные правозащитные фонды. Среди них фонд планирования семьи, а также ГЛАД. Это правозащитная организация, которая выступает за права ЛГБТ-сообщества. Надо сказать, что организаторы этого марша подчеркнули, что это не просто акция протеста. И это не акция протеста против республиканской партии или политиков, а больше переросло в правозащитное движение, где участники этого движения будут следить за теми реформами, которые будет принимать администрация Дональда Трампа, и требовать, чтобы в этих реформах был представлен весь народ. Спасибо, Ануша. Ануша Витисян прямо сейчас была на Национальном моле в Вашингтоне, но в последние 2 дня в Америке не только протестовали против президента Трампа, но и праздновали его инаугурацию. Об инаугурационных предприятиях вкратце рассказывает Андрей Деркач. После этих слов Дональд Трамп в одно мгновение избавился от приставки «избранный» и стал 45-м президентом Соединенных Штатов. В своей инаугурационной речи он попытался остановить мгновение, чтобы им насладились все американцы. Мы начинаем здесь и сейчас, и это мгновение, ваше мгновение, оно принадлежит вам. Оно принадлежит всем, кто собрался сегодня здесь и кто смотрит это по всей Америке. Трамп был немногословен, уложился в 16 минут, что является одной из самых коротких речей на инаугурации в истории США. Время пустых разговоров закончилось. Сейчас настало время действовать. За дело Трамп взялся сразу, не отходя от Капитолия. В то время, когда Обама в очередной раз говорил слова благодарности, он подписал свои первые указы, о чем тут же объявил в своем твиттере пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Подписывает 3 вещи: отмена предыдущего закона для утверждения Мэттиса, номинации для Сената и объявление Национального дня патриотизма. Не молчал в твиттере и сам Трамп. Правда, на этот раз он во многом повторял основные идеи своей речи. Тут же во владении Трампа оказался и официальный сайт Белого дома, на котором теперь ничто не напоминает об Обаме. В то время, когда возле здания Конгресса старательно соблюдались все пункты церемонии, примерно в 1 миле от него некоторые акции протестов стали окрашиваться актами вандализма. Так, например, одна из групп атаковала Starbucks и здание Bank of America. Разбитые стекла, подожженные мусорные баки и слоган «Заставь расистов снова бояться». Чтобы остановить беспорядки, полиции даже пришлось применить слезоточивый газ. В отличие от улиц Вашингтона, инаугурационный обед, на котором присутствовали и демократы, и республиканцы, проходил в мирном ключе. На обеде присутствовала и чета Клинтон, что Дональд Трамп и поспешил отметить в своей благодарственной речи. Для меня это большая честь узнать, что президент Билл Клинтон и госсекретарь Клинтон пришли сегодня сюда. Попрошу вас всех встать. После инаугурационного обеда, возглавив праздничный парад, под шум толпы, в котором смешались критика и одобрение, президент Трамп вместе с женой Меланией отправился в Белый дом. Его хозяином он станет на ближайшие 4 года. Рассказывал Андрей Деркач, а мой коллега Санжар Хамидов отправился отмечать инаугурацию прямо на Капитолийском холме, в место, где к этой дате подготовились серьезно и с учетом внешнеполитических реалий. Владельцы вашингтонского трактира под названием «Беррел» или «Бочка» к инаугурации Трампа добавили геополитические мотивы в винную карту и интерьер. Впрочем, всего на 4 дня. Прямо в баре посетители встречают картонные фигуры 2 президентов США и России на фоне советского флага. А в меню гигантских размеров преобладают горячительные коктейли с названиями «Московский двойной агент», «Старый Распутин» и «Король шторма», в которых главным ингредиентом является водка «Русский стандарт», доставленная на Капитолийский холм специально из Москвы. Мы с русскими очень разные. Я люблю водку, но, прошу прощения, порой Путин меня раздражает. А так, поживем увидим. Хозяева трактира уверены, что если бы инаугурацию Трампа отмечали в России, то именно водкой. Соседство избранного президента США и российского лидера в день инаугурации они объясняют так. После выборов многие люди думают, что Россия и лично Путин типа повлияли на их результаты. Еще муссируют слухи об особых отношениях между ним и Трампом. Кто-то относится к этому серьезно, а мы над этим шутим. Еще один элемент праздничной экспозиции, привезенная на Капитолийский холм из России, VIP-коллекция «Президент матрешек».
Дополняют инаугурационный колорит фотографии команды Трампа, а также его популярные твиты, развешанные на стенах барного холла. Здесь он критикует журналистов, демократов, а также разные страны. Примечательно, что под надписью «Россия» висит фотография самого Трампа. Это был Санжар Хамидов с рассказом о неисчезающем российском присутствии в главных событиях американской политической жизни. А о том, каким эхом отозвалась в Москве инаугурация американского президента, расскажет нам сейчас журналист Константин Эйгерт, с которым мы связались по скайпу. Костя, приветствую. Приветствую вас. Итак, Костя, Америка и Россия как долгое эхо друг друга. Какими были отголоски американской инаугурации в российской столице? Ну, на самом деле, в российской столице прошло даже несколько вечеринок, посвященных инаугурации Дональда Трампа. Сообщают из разных мест России, что там пекут пряники, посвященные Трампу. В Туле выпустили какой-то спецвыпуск, спецпартию сахара с портретами Трампа. Очень многие россияне, следуя тому имиджу, который был создан российской государственной пропагандой, очень радуются приходу Дональда Трампа и считают, что с ним отношения между Россией и Соединенными Штатами очень резко будут улучшены. Кость, ну а вот на ваш взгляд, Дональд Трамп для России, Дональд там президент для России, это действительно хорошая новость? Вы знаете, в какой-то степени, наверное, да. Для России Владимира Путина, наверное, да. Потому что если мы вспомним, что сегодня сказал Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи, что Америка больше не будет учить другие страны, как жить, что она примет их такими, какие они есть, а стало быть, их политические режимы, такими, какие они есть. Конечно, это музыка для кремлевских ушей, в этом нет никаких сомнений. То есть это означает, что, по сути дела, ну, что бы вы ни делали внутри страны, это нас не будет, нас, американцев, нас, администрацию Трампа, не будет интересовать. Что касается внешнеполитических дел, вот тут, мне кажется, пока еще рано о чем-то говорить. У меня нет ощущения, по крайней мере, как мне кажется, и в Кремле такого ощущения тоже нет, судя по довольно осторожным высказываниям самого, например, Владимира Путина, что существует какое-то представление о будущей политике Дональда Трампа. Да, он сказал, что он собирается бороться с радикальным исламом, с исламистским терроризмом. Да, он, очевидно, не очень доверяет Китаю, его люди не очень доверяют Ирану, по крайней мере, многие в его администрации, но многие в этой администрации не доверяют и России, являются очень такими твердыми атлантистами. Поэтому я полагаю, пока о том, какими будут отношения Вашингтона и Москвы при Трампе, просто говорить рано. Я не думаю, что здесь вот прямо сразу будут приняты какие-то драматические решения. Хотя, наверное, встреча Путина и Трампа, ну, в общем-то, относительно не за горами. Костя, спасибо большое. Журналист Константин Эйгерт выходил к нам на связь из Москвы. А наш корреспондент в Москве Дэниел Шерф побывал в одном из баров российской столицы, где праздновали инаугурацию американского президента. Вот такое видео он прислал нам оттуда. Trump, Trump, it is unbelievable. Trump, Trump, he's Superman. Trump. Беседу о том, какие новые форматы будут принимать отношения США и мира, и, само собой, США и России при новом хозяине Белого дома, мы продолжаем со специальным гостем нашего эфира, приглашенным исследователем Института Кеннона в Вашингтоне Игорем Зивилевым. Игорь, я приветствую вас. Спасибо вам большое за участие. Ну вот давайте обратимся для начала к инаугурационной речи Дональда Трампа. Было международным отношениям в ней уделено очень мало места, времени, буквально несколько предложений. Но вот была одна фраза, которая зацепила определенным образом, и она звучит так: мы не будем никому навязывать свой образ жизни, но засияем сами и тем самым станем для всех примером, которому захочется следовать. И вот я хочу у вас спросить, кто, на ваш взгляд, в мире будет жмуриться от удовольствия от этого сияния, а кому в глазах будет больно? Я думаю, от этого сияния никому особо больно не будет. Собственно, это заявление президента Трампа было вполне ожидаемым. Никто не думал, что президент Трамп продолжит политику активного продвижения ценностей и идеалов Америки, включая демократию и права человека во всем мире. Политика, видимо, будет гораздо более прагматична. И вот эта позиция была заявлена в инаугурационной речи таким вот именно образом. Никаких неожиданностей.
Ну вот после инаугурации Дональда Трампа и всех тех страстей, которые мы наблюдали, в которых звучала Россия, звучала громко, звучала скандально, какие прогнозы вы даете на дальнейшую динамику российско-американских отношений при новом президенте? Я думаю, что накал страстей немного поутихнет, но совсем немного. Дело все в том, что тема России стала одной из тем внутриполитической дискуссии в Соединенных Штатах. Отношения с Россией стали разменной монетой и инструментом давления на Трампа, включая довольно радикальные заявления о том, что президент Трамп является нелегитимным, так как его избранию помогла Россия. Вот эта линия, наверное, немножко поутихнет, но, тем не менее, Россия в ближайшее время будет занимать определенное место во внутриамериканских дебатах. И это связано прежде всего с тем, что президент Трамп находится в очень непростых отношениях с Конгрессом. И не только с демократами, но и с республиканцами. Мы знаем, что часть республиканцев, включая Джона Маккейна, Линдсея Грэма, придерживаются несколько иных взглядов на принципы внешней политики Соединенных Штатов. Они в том числе выступают за более активное продвижение идеалов демократии и прав человека во всем мире и занимают гораздо более жесткую позицию по отношению к России. И таким образом перетягивание каната, довольно традиционное для американской политической системы, между президентом и Конгрессом продолжится, и тема России будет одной из тем, по поводу которой будет схватка. А как вы думаете, вот в этой схватке какой-то компромисс возможен, или Дональд Трамп будет готов идти на компромисс с теми людьми, которые скажут о том, что они не будут говорить о его нелегитимности, но в обмен попросят жесткого отношения к России и соответственного простраивания политики? Вы знаете, мне кажется, что дело обстоит немножко иным образом. Жесткая позиция в отношении России – это не сама цель. Для многих противников Трампа на политической арене США ослабить президента, оказать на него давление и направить его политику в нужном для них русле, вот это является целью. А Россия является только инструментом, с моей точки зрения. Что касается компромиссов, пока Трамп не показал себя как человек очень компромиссный. Ровным образом наоборот. Конечно же, это очень необычное президентство начинается, и мы точно не знаем, как это все будет развиваться. Президент Трамп – фигура очень необычная и непредсказуемая. Поэтому любые наши спекуляции, как говорят сегодня, это пока что спекуляция. Будем смотреть. Поскольку нам ничего не остается, кроме спекуляций, еще чуть-чуть поспекулируем. Вот в России в последние 2 года, наверное, ходила такая шутка. Никогда россияне не жили так плохо, как при президенте Обаме. А как россияне будут жить при президенте Трампе? Россияне при президенте Трампа будут жить немножко лучше, но совсем немножко. У этой шутки есть 2 аспекта. Первый аспект состоит в том, что жизненный уровень в России снижается, и Россия испытывает очень серьезные экономические трудности. И второй аспект состоит в том, что очень удобно в политических целях свалить все на президента Обаму, на Америку и так далее. Так вот, что касается экономических трудностей, да, может быть, президент Трамп пойдет на постепенное, осторожное снятие части санкций в отношении России. Однако следует помнить о другом направлении политики Трампа. Это снятие многих ограничений на добычу нефти и газа в США. И это, конечно, может привести к обрушению цен на энергоносители на мировых рынках, что по России ударит гораздо больнее, чем какие-либо санкции. Что касается другой стороны этой шутки, антиамериканизма, я думаю, что сейчас он, слава богу, поутихнет в России, хотя не все в этом заинтересованы, но я думаю, что как минимум будет пауза. А дальше будет все зависеть от того, как будут развиваться отношения между США и Россией
может быть, кому-то в Москве захочется снова немножко увеличить громкость в этом антиамериканском громкоговорителе. Ну вот еще в Кремле сейчас с энтузиазмом заявляют о готовности идти на диалог с новой администрацией США и делаются какие-то заявления. Одно из последних заявлений – это возобновление разговоров по вопросу усыновления американских сирот в США, поскольку это был заморожен этот диалог совсем. Вот вы ожидаете в рамках вот этой риторики беспрецедентных каких-то уступок со стороны Кремля? Совершенно не ожидаю, потому что Америка в России является частью внутриполитической истории России. Так же, как Россия неожиданно стала частью внутриполитической истории в Америке. И поэтому для власти очень выгодно поддерживать образ сильной, бескомпромиссной власти, отстаивающей свои интересы. И в этом плане идти на какие-то серьезные уступки, это выглядит слабо. Поэтому серьезных уступок со стороны России я не ожидаю. Однако Москва, судя по всему, открыта к диалогу и видит окно возможностей в российско-американских отношениях в связи с приходом Трампа в Белый дом. Ну вот, если мы из Москвы возвратимся в Вашингтон, сразу за инаугурацией последовали протесты параллельными улицами, которыми шел парад инаугурационный. Разбивали витрины магазинов, и полиция сталкивалась с демонстрантами. И Трамп приходит в страну, которая очень сильно поляризована, очень разные взгляды на его президентство. Вот на ваш взгляд, во-первых, готов ли он к этому? И во-вторых, как он будет решать эту проблему? Президент Трамп приходит в Белый дом в качестве непопулярного, вновь избранного президента. В ходе своей кампании он сказал очень много такого, что приводит к углублению каких-то разрывов в американском обществе. В инаугурационной речи прозвучали мотивы примирения, мотивы того, что он будет президентом всех американцев. Однако они не были лейтмотивом инаугурационной речи. С моей точки зрения, она была довольно необычной. Она больше походила на речь во время президентской кампании. Он настаивал на том, что ситуация внутри Америки аховая. Надо принимать срочные меры. И он очень характерно обращался через голову той элиты, американской политической элиты, которая сидела вместе с ним рядом на ступенях Капитолия, и он обращался напрямую к народу. Это президент-популист. И поэтому сейчас очень трудно говорить о том, как он будет восприниматься в Америке. Частью американцев он не воспринимается. Они сегодня начинают отсчитывать дни, когда президентство Трампа, прошу прощения, наконец закончится. Они готовятся к тяжелым 4 годам и к новой схватке. Это был приглашенный исследователь Института Кеннона в Вашингтоне Игорь Зевелев в нашем эфире, а специальный выпуск итогов на инаугурацию 45-го президента США подходит к концу. Мы оставляем вас с картинкой того, что происходит сейчас на Национальном моле в американской столице. Напоминаю, что за днем инаугурации в Вашингтоне последовал день протестов. В них при повышенных мерах безопасности принимают участие сотни тысяч человек. Они приехали в Вашингтон из самых разных американских штатов. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Смотрите «Настоящее время» итоги в интернете и на Current Time TV. Всего вам доброго. Okay, come forward!